Сегодня я расскажу, как мы съездили в национальный парк Йосемити в Америке. Меня зовут Алтынай, я из Башкортостана. Я вырос в деревне, куда постоянно приезжали туристы. Мальчишкой я завидовал их большим машинам, загруженным великами, палатками, и мечтал, что вот вырасту и буду также ездить, путешествовать с семьей. И вот мне 33 года, у меня прекрасная жена и дочка. Пришло время осуществить свою детскую мечту. Полностью забив машину, мы выехали в путь, где нас ждали большие приключения. В 10 утра выезжаем в Йосемити. Дорога длинная, но виды не утомляют. Общаемся с друзьями по рации, они едут за нами. Поем песни. Жена приготовила вот такие пирожочки на дорогу. Болтаем с дочкой. Она, кстати, ни разу не плакала в дороге. Дорога ровная. Проезжаем интересные деревни американские. Ну и опять же снова виды. Начинаем подъезжать в зону нашего кемпинга. Начинаются деревья, лес. И вот наконец-то, где-то к 4 вечера мы заворачиваем в наше место кемпинга, где разведем палатки и будем ночевать. И тут медведь прямо возле нашего кемпинга. Впереди медведь, видите? Видите, у нас прям. Вот у нас прям, короче, справа медведь. Вот сейчас справа будет смотреть, где мусорка. Она в мусорке копается. Она кастаю. Офигеть. А он стоит, смотрит еще, идет сюда. Хоть и боялись медведя, все равно остались здесь, так как в Америке места кемпинга надо заранее бронировать. И наш был уже забронирован. Приготовили покушать, поели как следует, развели палатки, костер, веселились, танцевали и легли спать. На следующее утро выдвинулись уже на сам заповедник Йосемити. Мы ночевали рядом, ехать было недалеко. Но как начали доезжать, у нас отвисла челюсть. Виды просто завораживали. Сам заповедник большой, но сзади не успели посмотреть только 2 интересных места. А мы сейчас куда едем? Сейчас вот здесь спустимся на водопады, там посмотрим, паркуйся, там можно гулять. Окей. Туда дальше там. Окей. Итак, первое место, куда мы добрались, это водопад. До него ведет асфальтированная пешеходная дорога. Но, чтобы подойти близко, нужно подняться по большим валунам. Туда еле поднимаются взрослые, а мы с маленьким ребенком. В общем, наша команда оставила меня одного с ребенком внизу, а сами пошли наверх. Даже жена пошла с ними. Я, расстроенный, полчаса постоял саменько внизу и решил попробовать подняться. Папа, может, все. Иди, пошли. Подниматься было нелегко. Я на руках с дочкой. Камни скользкие, горячие. Где-то я первым поднимал дочку наверх, она меня тянула. Где-то приходилось ее оставлять внизу и подтягивать. Меня бросили и ушли, а я дошел! Она меня тянет, я вот так вообще. Алтынай келді такие. Целый квест. А они все бросили меня. Молодец такая. Подпик целый сделали, как там люди смотрят. Там еще кто-то помогал. В одном месте, короче, мужик один взял заминку, я ему передал, короче. И все офигевают, короче. Кто обратно идет, типа, how are you good? Yeah, good. А мы тоже хотели спрятаться.
Ну а второе место, куда мы добрались, был Секвойя парк. Секвойя паркка келдік қайтышлай. Ну бұнда как будто просто қарағайлық. Вот не знаю, просто қарағайлық. Но хавер будет видно инде. Секвойи – самые высокие деревья на Земле, растут только в Америке, и некоторые достают до 115 метров в высоту и 12 метров в ширину. На следующий день мы уставшие, но довольные поехали домой. На чужбине, когда сильно скучаем по родине, такие поездки перезагружают нас. Получаем энергию двигаться дальше. Заповедник Йосемити оставил у нас впечатление на всю жизнь, хотя мы увидели только маленькую его часть, и мы непременно сюда еще вернемся. Всем привет, друзья, еще раз. Как вы знаете, я почти 3 года уже занимаюсь криптой. И у нас есть своя криптошкола. За это время мы научили уже более 1000 человек этой профессии. Главная фишка работы в крипте – это возможность работать где угодно, когда угодно. Ты не привязан ни к месту, ни к начальству. Нужен только телефон и интернет. И недавно мы запустили самый легкий способ обучения. Наши ученики начинают зарабатывать уже на 2-й день. Если хотите узнать подробности как, заполните анкету, мы с вами свяжемся, расскажем, покажем. Ну а больше живых отзывов, видео с живых встреч с учениками за эти 3 года работы можете посмотреть у меня в актуальном. Всем мира и добра!